Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің есімім Хамитов Жасұлан Тиштіқұлы. Участвовал в различных мероприятиях, встречах, в том числе с подрастающим поколением. Ярким примером для меня всегда был мой дедушка Хамитов Тулюхан. Мое детство проходило, как и у многих ребят того времени. Были сложные времена. Мечтал себя видеть в органах прокуратуры, пойти по стопам мамы. Трудовой деятельности я начал в госучреждении, пришел обычным молодым специалистом. Не стойте на месте, двигайтесь вперед, самореализуйтесь, біз жастарға сенеміз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің есімім Хамитов Жасұлан Тиштіқұлы. Мен Долинка кенті әкімінің орынбасары міндетін атқарамын. Добрый день, уважаемые подписчики. Меня зовут Хамитов Жасұлан Тиштыкович. Я являюсь заместителем акима поселка Долинка Карагандинской области. Я родился в городе Каркарленск Карагандинской области в 1988 году. Этот город для меня очень дорог, так как там прошло мое детство. Родители были простыми рабочими. Папа работал на фабрике. Мама на тот момент работала на государственной службе. В семье нас двое, я и младший братишка. С детства нас прививали чувство патриотизма, так как дедушка у нас был фронтовиком, прошел Великую Отечественную войну. После завершения войны он также продолжил свой путь в родном Каркарленске, был учителем, преподавал детям, прививал им навыки патриотизма. После выхода на пенсию он также продолжал свою деятельность в общественной деятельности, участвовал в различных мероприятиях, встречах, в том числе с подрастающим поколением. Вот. Это стало основной фигурой, примером, подражанием для меня, для моих родных, близких. Мое детство проходило, как и у многих жителей нашей республики. Были и сложные времена, но несмотря на это мы росли, мы любили свою страну, любим ее, оберегаем ее. С детства нас прививали чувство патриотизма, труда, приобщения к труду. Все эти факторы, несомненно, давали положительные моменты. Ярким примером для меня всегда был мой дедушка Хамитов Тулюхан. Он являлся участником Великой Отечественной войны, был фронтовиком, прошел всю войну, воспитал 10 детей, поднимал родной город. После окончания войны он продолжил путь учителя в родном Каркарленске, обучал подрастающее поколение, прививал им чувство патриотизма, любви к родному краю. Он всегда был нашим примером. То есть, несмотря на все жизненные трудности, он, пройдя все испытания, добился определенных успехов. Хотел бы отдать должное всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны за проявленный героизм при защите нашей Родины, Отчизны. Такие качества, они прививали чувство патриотизма, любви к родному краю. Мы росли, нас приучали к трудолюбию, приобщали к труду, любить родной край, любить свою страну. Мое детство проходило, как и у многих ребят того времени. Были сложные времена, но несмотря на тяжелые времена, мы это все прошли. Пошел в 1 класс. На тот момент
Это была первая казахская школа. Мы на тот момент переехали уже в другой населенный пункт. По работе родители перераспределили в Бухаржовский район. Там я начал обучение. Это был на тот момент первый класс, который обучался на государственном языке обучения. С того времени я старался быть лидером, брал знания, навыки у преподавателей, у родных, близких. И кроме этого занимался спортом, ходил на секцию дзюдо. Хотел бы еще рассказать подрастающему поколению, что не только учеба должна сопровождать вас, но и вы должны быть разносторонними в спорте, в творчестве. Все время это сейчас такое время, когда вам необходимо показывать себя во всех направлениях. Не стоять на месте, двигаться только вперед. Спорт закалил во мне чувство упорства, достижения определенных целей. Помимо этого я занимался музыкой, ходил на класс фортепиано. Это свое время было отдушиной, мы погружались в творчество и тем самым самореализовывались, росли. После окончания школы я поступил в колледж, так как мои родители, папа работал, был рабочим на предприятии, а мама на тот момент работала в правоохранительных органах. Я выбрал близкую себе специальность, но с детства мечтал себя видеть в органах прокуратуры, пойти по стопам мамы. Поступил на юридический факультет с государственным языком обучения. Закончил данный колледж на отлично. Затем, после получения диплома, началась моя трудовая деятельность. Параллельно, после окончания колледжа, я поступил в высшее учебное заведение для получения высшего образования. А пока я обучался заочно, начал свою трудовую деятельность. Трудовую деятельность я начал в госучреждении. Пришел обычным молодым специалистом. Мне было на тот момент всего 18-19 лет. И с того времени я полностью посвятил себя государственной службе. Я самореализовывался, обучался, закончил высшее учебное заведение. Далее по карьерной лестнице начал двигаться вперед. Как я говорил ранее, сейчас у молодежи есть много инструментов для самореализации. Поэтому не стойте на месте, двигайтесь вперед, самореализуйтесь. Біз жастарға сенеміз.